Итак, за старт первой участницы дает 30 минут. Доброго дня, уважаемые любители лыжных гонок Российской Федерации. Начинаем нашу трансляцию из Сыктывкара, где через 2 минуты стартует очередной день, очередной соревновательный день, в рамках которого мы увидим 2 гонки классическим стилем. У женщин эта дистанция на 10 километров и у мужчин на 15 километров. Начнем, соответственно, с представительниц прекрасного пола. Сегодня на старт у нас выйдет 81 спортсменка, и открывать эту гонку выпала честь Александре Шимолиной, кандидату в мастера спорта из Республики Хакасия. Под вторым будет стартовый номер Елена Усеева, Санкт-Петербург, Республика Карелия. Ну и дальше мы будем уже знакомиться со спортсменками все-таки по порядке старта. Основные фавориты, основные претенденты на медали сегодня у нас стартуют в завершающей группе. Безусловно, это речь идет о Анастасии Седовой, номер 80, Наталье Непряевой, номер 79, Марии Гущиной, номер 78, и Ларисе Рясиной, номер 81, представительница Санкт-Петербурга. У мужчин немного побольше участников, но о мужчинах мы, соответственно, поговорим попозже. Единственное, что сейчас вот интересно, будет ли выступать Сергей Устюгов. В протоколе стартовом он значится, но вчера появилась информация, что Сергей приболел, и, возможно, его в Сыктывкаре на дистанции мы не увидим. Тренер не стал заявлять спортсмена, так что, возможно, все-таки еще Сергей появится на дистанции, хотя не очень сильно в это верится, если быть откровенным. Также в мужском протоколе есть и Никита Крюков, и Александр Легков. Конечно, хотелось бы всех их увидеть. Но Александр Большунов выступает, так что любители лыжных гонок все-таки получат интересную весьма дистанцию, дисциплину. Ну, у нас уже все готово к старту женской гонки, женской десятки. И мы вот видим стартовый лист полностью на ваших экранах. Да, у нас сегодня появилась инфографика. Это маленький шаг для сыктывкарской трансляции. Если раньше мы смотрели гонки вслепую, то сейчас можно сказать, что один глаз у нас с вами, дорогие болельщики, появился. Готово. И ждем сейчас уже в стартовом створе стоит номер 2, если не ошибаюсь. Елена Усеева, Санкт-Петербург, Республика Карелия. Вот уже побежала Елена Усеева. По 3-м номерам Екатерина Макурина, Хабаровский край, мастер спорта, 1994 года рождения. Стартуют у нас спортсменки сегодня по традиции с интервалом в 30 секунд. Ну а первыми ушли на дистанцию одни из самых молодых участниц этой гонки. Вот Александра Шимолина, прошу прощения, 2000 года рождения, Елена Усеева 1998. Ну, если посмотреть по стартовому протоколу, довольно много у нас молодых спортсменок. Вот и 14 номер будет Мария Трунова, 1999 года, мастер спорта. Ну вот, Екатерина Макурина тоже мастер спорта. Приехала к нам в Сыктывкар из далекого Хабаровского края. Под 4-м номером стартует Ирина Северина, 1996 года рождения, мастер спорта, представляющая Москву и Тверскую область, спортивную школу номер 81 Бабушкина. Ну, сейчас показывают старт спортсменок. Ну, пока что у нас погода радует, все замечательно, все прекрасно.
Наверное, может быть, не совсем порадует скорость первых стартовавших лыжниц на дистанции. Но в конце мы это все увидим намного в повышенном темпе. Вот стартовала Татьяна Чванова, мастер спорта, представляющая Санкт-Петербург и Рязанскую область, номер 5. Следом за ней мы увидим представительницу Ханты-Мансийского автономного округа Анастасию Мазурину, тоже мастера спорта. Вот у нас уже и Анастасия Мазурина стартовала. Далее за ней идет номер 7 Ольга Яшина, мастер спорта, представляющая Московскую область. Мы видим, что Анастасия Мазурина на старте показывает неплохую скорость, неплохой разгон. Пока что смотрится немножко быстрее, чем предыдущие спортсменки, стартовавшие перед ней. Ольга Яшина сейчас отправляется на дистанцию и готовится уже к своему старту номер 8 Ольга Сергеева, мастер спорта из Республики Татарстан. Вчера, как вы знаете, был день паузы на чемпионате России, что многие спортсмены успели отдохнуть, успели подготовиться к сегодняшней дисциплине. Так что идут в бой с полными силами. После Ольги Сергеевой у нас к старту готовится номер 9 Александра Трофимова, Республика Мордовия, кандидат в мастера спорта. Ну и на старт сейчас выходит заслуженный мастер спорта Наталья Коростелева, представляющая Татарстан. Ну, сейчас мы пока будем с вами знакомиться непосредственно с участницами гонки, с стартующими номерами. Ну а дальше уже будем стараться вести вас по отсечкам, чтобы имелась полная картина о сегодняшней дистанции. Ну нет, тут уже 10-й номер Наталья Коростелева. Немножко субтитр ошибся. Думаю, ничего страшного. Екатерина Денисова, 11-й номер. Готовится сейчас выйти на лыжню. Кандидат в мастера спорта, представляющая Хабаровский край. Довольно тепло, на самом деле, в Сыктывкаре. Приятные, в общем, все условия. Я надеюсь, что погода не изменится и до финиша и мужской индивидуальной гонки. Татьяна Козлова, номер 12, Ярославская область, мастер спорта. Такой легкой и небрежной такой лыжный походкой Татьяна Козлова отправилась в бой. Посмотрим, удастся ли ей показать сегодня хорошие секунды. Номер 13 Варвара Прохорова сейчас пустится в погоню за Татьяной Козловой, мастер спорта, выступающая за Москву и Московскую область. Видим на заднем плане, как готовятся спортсменки, разминаются. Да, ну и 14 номер Мария Трунова, мастер спорта из Нижегородской области. Как вы могли слышать, если услышали сейчас отчетливо судью информатора по стадиону. Номер 15 Диана Кинзягулова, представляющая Республику Башкортостан, мастер спорта. Ну, действительно, все сильнейшие собраны сейчас во второй, так называемой красной группе, которая у нас будет стартовать чуть-чуть позже. Но если по лыжной терминологии, то в первой, конечно, группе.
стартует у нас красная группа с Ольгой Кучерук под 56-м стартовым номером. Так что дойдем мы и до них непосредственно, и до нее. Номер 16 Анна Русских, Московская область, Кировская область. Сейчас в стартовом створе появляется. Готовится у нас Анна к дистанции, настраивается. Предельная сосредоточенность. В бой бежит Анна Русских, представитель Московской области и Кировской области. Номер 17 Анастасия Игнатьева, мастер спорта из Ханты-Мансийского округа. Сейчас будет у нас вступать в эту гонку. Следом за ней номер 18 Инна Костюченко, первый представитель Республики Коми, хозяйка соревнований, тоже мастер спорта. Ну, вот если посмотреть протокол, то мастера спорта и кандидаты в мастера спорта в этой группе. Ну и, конечно же, заслуженный мастер спорта Наталья Крастелева здесь является приятным исключением. Ну вот я забегаю вперед, есть, судя по протоколу, есть и спортсменки с первым разрядом. Ну, такая информация для любителей статистики, наверное, больше. Инна Костюченко у нас стартовала. И Виктория Торопова, 19-й номер, представительница Санкт-Петербурга, Красноярского края, мастер спорта России. Чем-то похоже на Анну Русских с этого ракурса. Виктория Торопова. Номер 20 сейчас готовится к дистанции. Это Анна Безюкова, Ханты-Мансийский автономный округ, мастер спорта России. Сегодня у нас девушки преодолевают 2 круга по 5 километров. Так что уже совсем скоро мы увидим первых стартовавших спортсменок и на стадионе. Будут они подходить к завершению первого круга. Анна Безюкова, Ханты-Мансийский округ, стартовала. Вот видим, пока что на отсечке 1,9 километров лидирует только Сергеева. Довольно так уверенно лидирует. А вот уже и Ольга Яшина. Уже опередила. Ольга Яшина, представительница Московской области. Ну, здесь, конечно же, трудно побороться за призовые места первым номерам. Дарина Леконцева, Удмуртская область, мастер спорта России. Так вот, да, действительно трудно побороться с первым стартовавшим номерам. Все мы прекрасно понимаем, что, во-первых, завершают всю эту гонку сильнейшие, да и вести их будут по лучшему времени. Конечно же, Наталья Непряева, Анастасия Седова, наверное, между ними развернется основная борьба за медали. Ну, есть надежда в сборной Коми, связанная с Юлией Белоруковой, но сегодня Юлия не в самой лучшей форме, если честно сказать. Юлия вчера была поездка такая рабочая в Москву на целые сутки, приехала на Сыктывкар поздней ночью, по крайней мере, как тренеры объяснили. Так что, наверное, ожидать от Юлии Белоруковой сегодня удачного выступления, попадания на подиум будет слишком оптимистично. Вот, ну, у нас уже стартовала Елена Кучева, 22 номер Новосибирской области, и вот сейчас 23 номер Ирина Бережная, представительница Самарской области, тоже мастер спорта России. Вступает у нас в это сражение с собой, со временем, со спортсменами. Все-таки Ольга Сергеева показывает, что все-таки лидирует, что мы первый раз не ошиблись. Номер 8, представитель Татарстана, и довольно уверенно, так видите, 10 секунд, есть отрыв от Ольги Яшиной. И Наталья Крастелева вообще 22 секунды проигрывает лидеру. Довольно такой солидный отрыв на первых 2 километрах создала Ольга Сергеева. Ирина Микешина, Тверская область, мастер спорта, 1994 года рождения. Сейчас на дистанции, как видим с вами. И номер 25, следом за ней Анастасия Родионова, еще одна представительница Республики Татарстан. Ну, мы видим, что пока что спортсменки из Татарстана выглядят неплохо.
Есть у них в активе и одна медаль на этом чемпионате. Она Нечаевская завоевала бронзовую медаль в скиатлоне у женщин. Кто знает, может быть, и сегодня Республика Татарстан войдет в призы. Ну, на старте уже сейчас Анастасия Москаленко, 26-й номер, представительница Новосибирской области и Кемеровской области, мастер спорта. Вот сейчас сообщают, что Анастасия Игнатьева уже лучшее время на отрезке 1,9 километров показывает. 17-й номер, Ханты-Мансийский автономный округ. На старте тем временем Христина Мацокина, Магаданская область, мастер спорта России. Анастасия Бесиркина, прошу прощения, 27-й номер еще сейчас готовится выйти на дистанцию, а вот уже следом за ней Христина Мацокина, 28-й. Анастасия Бесиркина, представительница Новосибирской области, кандидат в мастера спорта. Стоит внимание обратить, конечно же, и на 29-й номер, это Евгения Шаповалова. Сейчас у нас выйдет на дистанцию. Представительница Ханты-Мансийского автономного округа. Мастер спорта международного класса, соответственно, Евгения Шаповалова, участница Олимпийских игр 2010-2014 года, чемпионка России 2012-2013 года в эстафете, в спринте свободным стилем, 2016 в командном спринте, серебряный призер, бронзовый призер Кубка страны, там многократный, я бы сказал. Что довольно опытная спортсменка, что можно ожидать от нее сегодня хороших результатов, хороших секунд. Номер 30 следом за Евгенией Шаповаловой побежит Ирина Коваленко, представляющая Санкт-Петербург. Вот нам сейчас уже подсказывают, уже лучшее время на отсечке 1,9 у Анны Русской. Ну, я думаю, что нам инфографика еще подскажет, кто все-таки лидирует на первых стартовых отрезках, на первых промежуточных, что мы совсем уж не были в неведении с вами. Елизавета Тюрина, представитель Иркутской области, молодая спортсменка, 1996 года рождения. Как раз о ней мы говорили, что вот первый разряд и уже выступает на чемпионате России. Нина Дубатолкина, 1998 года рождения, мастер спорта из Москвы. Помним мы уже Нину Дубатолкину на этом чемпионате по выступлению в индивидуальном спринте. Довольно неплохо смотрелась молодая спортсменка. Что посмотрим, насколько она сильна и в долгой дистанции, в длинной. Ну вот все-таки вот 3,8 километров, вторая отсечка, и там по-прежнему лидерство Ольги Сергеевой. Мы видим, она просто огромная, безумная. Буквально более чем полминуты Ольга Сергеева выигрывает. Тоже должно быть приятно, наверное, что ты все-таки лидируешь, показываешь прекрасные секунды. Евгения Ощепкова, номер 33, мастер спорта из Тюменской области, стартовала у нас по 33-м стартовым номером. Наталья Жукова, Республика Татарстан, 34-й номер, мастер спорта международного класса. Участница Олимпийских игр 2014 года Наталья Жукова, тоже чемпионка России была дважды в скиатлоне, серебряным призером, бронзовым призером, как в масс-старте, так и в эстафете, и даже на 50-километровой дистанции, так что классическим стилем, так что для нее 10 километров классика, это, наверное, как одной рукой, как два пальца. Ну, здесь мы видим уже
первые спортсменки. Вот второй стартовый номер и четвертый стартовый номер. Это Елена Усеева и Ирина Северина выходят на стадион. Подходит к завершению у них первый круг, первые 5 километров. Ну и вот Александра Шимолина уже тоже пробегает по стадиону, представитель Республики Хакасия. Так что же на второй круг идут первые стартовавшие номера. Уже скоро будем смотреть уже по отсечке в 5 километров, кто на каком месте располагается промежуточно. А сейчас у нас на старте 36-й номер Надежда Шуняева, Иркутская область и Санкт-Петербург. Представляет Надежда, мастер спорта России. Следом за ней Александра Голубицкая, 37-й номер, Челябинская область, мастер спорта. Также. Видим уже, что Елена Усеева из Санкт-Петербурга и Карелии уже обходит Ирину Северину. В общем, можно сказать, что 1 минуту между ними Елена Усеева отыграла. Ну, вот сейчас на промежуточном результате как раз Ирина Северина лидирует на отрезке в 5 километров. Но там следом за ней есть, конечно, Ольга Сергеева, опережающая спортсменку на более чем на полминуты, так что будет результат уже довольно скоро обновлен. Но 38-й стартовый номер Аида Баязитова, мастер спорта из Москвы. Сейчас уже увидим на дистанции 38-й номер. Вот к стадиону уже 7-й номер подходит Ольга Яшина. Мы ждем, конечно же, промежуточного лидера нашей дистанции. Это Ольга Сергеева из Республики Татарстан. Здесь мы видим 5-й номер догнала Татьяна Чванова, догнала Анастасию Мазурину. Тоже между ними было полминуты, как понимаете, с момента старта. И вот эти полминуты уже отыграны. Под 40-м номером на дистанцию ходит Екатерина Смирнова, Тюменская область и Республика Марий-Эл. Ну вот подтверждает нас это, что Ольга Сергеева под 8-м номером показала лучшее время на 5 километрах. Ну да, на старте у нас сейчас 41-й номер, Оксана Гловацкий, Санкт-Петербург. Тоже мастер спорта. Следом за ней Анна Поваляева, мастер спорта из Ханты-Мансийского автономного округа. Ждем мы сейчас, наверное, кто будет же первым, кто сможет первым побить результат Ольги Сергеевой. Кто сможет это сделать. Возможно, Наталья, вряд ли, наверное, Наталья Коростелева. Показала она на первых отсечках не слишком хорошее время, но и этого хватило, как мы видим, чтобы опередить Александру Трофимову, отыграть в полминуты разницы между ними. 42-й номер Анна Поваляева у нас отправилась на дистанцию. Ханты-Мансийский автономный округ. И Анастасия Рыгалина, 43-й номер, следом за ней москвичка. Вот видим, отправилась Анастасия Рыгалина на дистанцию. И дальше Полина Некрасова, 44-й номер, Санкт-Петербург. Ну, видим, на 5 километрах просто громадные 48 секунд разницы между Ольгой Сергеевой и идущей второй Ольгой Яшиной. Что я думаю, что первые... Вот Наталья Коростелева вообще проедет 1 минуту Ольги Сергеевой. Заслуженный мастер спорта, но... Наверное, все-таки лучшие годы Натальи Коростелевой уже давно позади. Полина Некрасова, номер 44, стартовала. Следом за ней Анастасия Казакул, Магаданская область, мастер спорта международного класса. Вот дальше за Анастасией Казакул следует еще одна любопытная спортсменка. Сейчас к ней чуть-чуть позже прямо озвучим.
кто это. Ну, я думаю, что уже видно нашим болельщикам, кто это. Если еще кто-то не увидел, поэтому у нас 46-й стартовый номер Наталья Матвеева, мастер спорта международного класса, представительница Москвы и Рязанской области. Что ты до конца? 47-й номер Анна Белая, Мурманская область. Нам сейчас судья-информатор озвучивал новых спортсменов, которые преодолели дистанцию в 5 километров. Но отставание от лидера, от 8-го стартового номера от Ольги Сергеевой, там больше минуты. Хорошую скорость показала спортсменка из Татарстана. Уверенно сейчас движется она к финишу. На втором своем круге уже Ольга. 48-й стартовый номер Татьяна Алешина, Тюменская область. Татьяна тоже прекрасно показала себя в спринтерской гонке в первый день соревнований. Убедимся сегодня, наверное, что Татьяна умеет не только короткие, но и гладкие дистанции бегать. Вот мы сейчас смотрим на стадионе, уже 15-й номер у нас пробегает. Это Диана Кинзегулова из Республики Башкортостан. И второе промежуточное время у нее, у Дианы. И по-прежнему огроменное отставание от лидера. 38 секунд до Ольги Сергеевой. Не знаю, может, только где-то срезала дистанцию. Шутка, конечно. Пока что первая группа стартовавших даже близко не может подойти к Ольге Сергеевой. Анастасия Игнатьева из Ханты-Мансийска обогнала идущую перед ней Анну Русских. И еще одно отставание в полминуты ликвидировано. Вот мы идем. 18-й номер Инна Костюченко из Республики Коми довольно уверенно приближается к Анне Безюковой из Ханты-Мансийского автономного округа. Минута была между ними, и вот она уже тоже ликвидируется. Дарья Рогозина, Воронежская область, 51-й номер, мастер спорта России. 4 человека у нас еще в этой стартовой группе осталось, и за ней должна стартовать так называемая красная группа лидеров, в которой тоже немало известных спортсменок. Ну, конечно же, надеемся, что кто-то из Республики Коми сегодня поборется за медали. Может быть, это будет Юлия Белорукова, а может быть и Ольга Рочева-Москаленко, мастер спорта международного класса. 52-й номер у Анны Жеребятьевой, Тюменская область, мастер спорта России. Видим сейчас 18-й номер наша Инна Костюченко преодолевает дистанцию в 5 километров, отправляется на второй круг. Пятьдесят-третий номер Лидия Дуркина, Санкт-Петербург, сейчас выйдет на старт этой гонки. И ну, вот сейчас операторы показывают уже 21 номера Дарину Ликонцеву из Удмуртии, тоже близка на контрольной отсечке 5 километров. Вот подсказывает опять же судья на стадионе, что Ольга Сергеева 6,9 проходит снова с первым результатом. В общем-то, оно и неудивительно. И разрыв между Ольгой Сергеевой и группой преследователей все больше и больше. 23-й номер Елена Бережная сейчас подходит к Елене Кучевой. Снова 30 секунд было отставание. Ну вот мы видим мастера спорта международного класса Ольгу Рочеву из Республики Коми. Ольга на этом чемпионате не выступала пока что ни в спринтерской гонке, ни в скиатлоне. Целенаправленно готовилась к дистанционной гонке, к индивидуальной на 10 километров, любимой классикой.
Так что, может быть, нас Ольга сегодня и удивит. В прошлом году Ольга, конечно, на Кубке России всех удивила. Показала, что равных ей на Кубке страны практически не было. Но здесь сегодня, конечно же, и компания посолиднее, и спортсменки более молодые набрались опыта. Должны, наверное, между собой все-таки разыгрывать медали, не подпускать Ольгу Рочеву к подиуму. Ну, мы видим опять, ничего не меняется на отрезке 6,9 километров. Возможно, меняется где-то в подвале промежуточные турниры таблицы, но точно не на первой строке. Ну, вот и стартовала у нас красная группа. Ольга Кучерук, Тюменская область, мастер спорта страны. Ну, здесь мы видим 25-й номер. Это у нас Анастасия Родионова из Республики Татарстан уже догнала и Анастасию Москаленко, и Анастасию Бесиркину. Очень так уверенно продвигается по дистанции. Может быть, она окажет конкуренцию Ольге Сергеевой на первых таких промежуточных результатах. 57-й стартовый номер Жанна Муравьева, еще одна спортсменка из Татарстана. Вот мы видим, что очень уверенно прямо продвигается по дистанции со стартовых метров. Включает хорошую скорость. Вот сейчас пока что на отрезке в 5 километров никто Ольгу Сергееву не обогнал. Наталья Руденко, Красноярский край, 58-й номер на дистанции. Мы видим, да, то есть как Жанна Муравьева стартовала и как Наталья Руденко. И не видно в скорости пока что Наталья уступает. Вот еще такая плотная группа, которой мы уже уделяли внимание. Плотная группа, где Анастасия Родионова из Татарстана довольно неплохо идет. Анна Медведева в Свердловской области сейчас готовится к старту, а 59-й уже убежала Ольга Хлопотина из Нижегородской области. Так, смотрим, вот она, Медведева. Вышла уже на старт этой дистанции. И 61-й номер Юлия Белорукова, Республика Коми, заслуженный мастер спорта. Приветствую ее сейчас с трибуны. Действительно, Юля влюбила в себя, наверное, не только всю республику, но и всю страну. Хотелось бы, конечно, посмотреть и ожидать от нее сегодня хороших результатов. Но если вдруг что-то не получится, ну, не расстроимся, не удивимся. Но верим в лучшее, верим в Юлю. Юля, ты большой молодец. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане Юлия Белорукова завоевала бронзовые медали как в индивидуальном спринте, так и в эстафете. В командном спринте тоже наша команда могла претендовать на медали, но, к сожалению, сломанная палка на одном из этапов лишила сборную России всех шансов. Вот 62-й номер Эльмира Гаянова, Кировской области и Республика Татарстан была на ваших экранах. А мы пока сейчас смотрим, как 31-й номер Елизавета Тюрина подходит уже к Нине Дубатолкиной, 32-му номеру. Ну, Нина, как видим, довольно легко и спокойно передвигается по дистанции. Наверное, не рассчитывает особо попасть в группу лидеров. Просто спокойно финишировать в своем темпе, попробовать свои силы в индивидуальной гонке на 10 километров, решила молодая спортсменка. Или тренерский штаб Москвы. Мария Истомина, 64-й номер, Пермский край, мастер спорта России, сейчас готовится выйти на... Ну, она сейчас показывает как раз Нину Дубатолкину. Продолжает Ольга Сергеева лидирует на всех промежуточных отрезках. Мы надеемся, что уже сейчас попадают первые представители красной группы к отрезку 2,9, к отрезку 1,9, ну и там дальше 2,9. Возможно, результат лидера, скажем так, будет чуть оттеснен на второй план. Но посмотрим. Покажет, конечно же, инфографику, как только, так сразу.
65-й номер Украины, Сахалинская область. У нас осталось еще 16 спортсменов. Нам показывают на практически последней отсечке лидирует Сирена, но Ольга Сергеева еще до той отсечки не добралась, поэтому рано еще говорит о том, что лидер поменялся. Наталья Жукова, номер 34 нам показывали из Республики Татарстан, и номер 35 Анна Мелькова, тоже Республика Татарстан. Дарья Старожилова, мастер спорта международного класса из Калужской области, номер 67 отправляется на станцию. И за ней Алена Переводчикова, 58 номер, мастер спорта из Ханты-Мансийского автономного округа. Видимо, 35 номера и 36 уже завершают уже первый круг дистанции. Это у нас Алена Мельникова и Надежда Шуняева. Вот Алена Переводчикова сейчас буквально через считанные секунды отправится в гонку, и за ней Мария Давыденкова, Республика Татарстан, 69. Ну, видим, что 69-го номера стартового вроде и нету, да, на дистанции. Минус Мария Давыденкова. И 70-го номер Алиса Жамбалова, мастер спорта международного класса из Республики Бурятия, ждет сейчас своего старта. Алиса Жамбалова, участница Олимпийских игр 2018 года, серебряный призер чемпионатов России в 2014 году в эстафете, в 2017 году в скиатлоне и бронзовый призер в чемпионате России на 30-километровой дистанции в масс-старте. Следом за Алисой Жамбаловой Марина Черноусова, мастер спорта международного класса из Сахалинской области. Вот Алиса Жамбалова отправилась на дистанцию. И перед 8-8 видимо по-прежнему, что Ольга Сергеева лидирует. Отставание увеличится свыше 1,5 минут. Между ней и преследовательницей, ну, знаем, как долго еще продолжится этот результат на первой позиции. Анастасия Власова, 72-й сейчас Мурманская область будет стартовать. Ну и мы видим первые спортсменки уже и финишируют. Это 8-й стартовый номер. Сейчас финишировала. Это как раз Сергеева, Республика Татарстан. Просто прекрасное время. Понимаю, что опередила уже она всех своих соперниц по дистанции. Ну да, видим, вот сейчас только 2-й и 3-й номер. У Евсеев, Екатерина Макурина. Вот Александра Шемлина также финишировала, уступая практически 3 минуты Сергеев. И вот сейчас на финише Ирина Северина, Москва, Тверская область. Следом за ней 6-й номер Анастасия Мазурина. Девушка далась тяжело, дистанция. Отнимает она очень много сил. Вот 2-й и 3-й номер Макурина финиширует. Ну а тем временем у нас уже и Полина Кальцина, 73-й номер, Ханты-Мансийский округ, должна была уйти на дистанцию. И сейчас Алия Иксанова, Республика Татарстан, 74-й стартовый номер. Бронзовый призер чемпионата мира Алия Иксанова в 2013 году в эстафете. Серебряный призер и бронзовый призер чемпионатов России в 2008, 2010, 2011 и 2013 годах. Что тоже спортсменка умеет бежать, умеет показывать хорошие результаты. 45-6 раз у нас на экране это Анастасия Казакул и Наталья Матвеева. Кстати, вот не могу честно сказать, Анастасия Казакул или Казакул. Но давайте Казакул все-таки определимся с этим ударением.
довольно так не спеша идут спортсменки. Но у нас уже Светлана Николаева, Архангельская область, Ярославская область, мастер спорта России на старте, 76-й номер. И за ней мы видим 77-й Ольгу Цареву, представительство Республики Коми. Всю дистанцию в женский атлет Ольга Царева шла на втором месте, дала медали, навязала борьбу Анастасии Седой. Но вот, к сожалению, последние 2 километра Ольге Царевой не совсем удались, и как результат начала катилась на 3-е место, ну а уже и на финише это и стало только 5-й. В общем, без медали Ольга осталась, и в спринте в индивидуальном соревновании тоже немножко не повезло, и в забеге не удалось пройти в финал. Мария Гущина, номер 78-й, Ханты-Мансийский автономный округ, сейчас готовится стартовать. Тоже все внимание. Дистанция, наверное, должно быть. Понимаем сейчас на одном из программировочных результатов меняется у нас лидер. Сейчас мы дождемся скорости этого момента. Ну вот пока что показывает финишерших. И здесь Ольга Сергеева довольно уверенно лидирует. 8 секунд отрыв нее до Анны Безюковой под номером стартом 20. Дальше свыше 30 секунд, свыше полминуты разница. Помимо Ольга Сергеева выступает за Татарстан, а Анна Безюкова представитель Ханты-Мансийского автономного округа. Татьяна Козлова, Ярославская область, у нас уже на финише. 12-й стартовый номер. Последнее финальное ускорение из последних сил. И, наверное, уже можно отдыхать Татьяне Козловой. Здесь ударно направила тоже свою дистанцию. Опередила спортсменов, в том числе и Александру Трофимову. 9-й номер, когда-то мастера спорта из Мордовии. Ну и в том числе 11-й номер Екатерина Денисова, которая сейчас подбегает к финишу из Хабаровского края. Финиш уже Александра Трофимова состоялся. Но, наверное, можно еще нам старт, показать. Там у нас сейчас должны уйти на дистанцию и главные фавориты сегодняшних соревнований. Наталья Непряева под 79-м стартовым номером, Анастасия Седова 80-я и Лариса Рязина. Хотелось бы, конечно, их увидеть в стартовом створе. Вот он показывает нам, что уже, в принципе, вся стартовая группа уже отправилась на дистанцию, так что будем уже следить за выступлением Непряевой и Седой Рязиной непосредственно на промежуточных сетьках. Пока что финишный промежуточный протокол, который возглавит уверенно Ольга Сергеева, 8-й стартовый номер. Многих уже со смеха она опередила, несмотря на то, что в довольно неудобной стартовой группе для себя находилась. Финирова 16-й номер, Анна Русский 17-й, Анастасия Игнатьева. Нам сейчас показывают Анну Безюкову, которая долгое время шла второй на промежуточных сетях. И, наверное, на втором месте промежуточно и финиширует уже довольно скоро. И совсем чуть осталось до финишной прямой, до выхода на стадион. Точнее, уже даже на стадионе сейчас она бежит. Осталось самую малость. Мы уже Анна Жеребякина на одной из промежуточных Жерятина, прошу прощения, 52-й номер показывает на первых мегаметрах уже лучший результат. Наконец-то кто-то отодвинул Ольгу Сергееву на второе место. Анна Бюкот, как раз на финише, о которой с вами говорим буквально считанные секунды назад. Вот Анна Безюкова финишировала второй, но отставание там 22 секунды от Сергеевой. В общем, пока наши прогнозы забывают. Но прогноз в том, что основная борьба должна развернуться между Натальей Непряевой и Анастасией Седовой, он, наверное, очевиден. Если спортсмены все-таки на сцене вышли, мы это, к сожалению, не смогли с вами увидеть, и данные технически пока отсутствуют, чтобы убедиться, давайте с вами. Но мы видим, несколько спортсменок все-таки на станцию решили не ходить сегодня, в том числе от Мария Давыденко, 69-й номер. Что он может? Тут мы видим Ольга Рочева,
из Республики Коми. Прошли первые 5 километров. Более неплохо, но стоит лидер на 15 секунд. Я думаю, что это время такое солидное для каждой спортсменки. Чудеса, короче, на втором круге. Давайте мы стартовый номер. Это у нас Наталья Руденко, Красноярский край. Наверное, в центре должна быть вашего внимания. Наталья Руденко бежит на первом круге. Спортсменки идущие на втором. Жанна Муравьева, номер Республики Татарстан, завершает первый круг. И вот нам показывает Юлия Белорукова, 61 номер. Уже обогнала она Анну Медведеву из Свердловской области. Провела полминуты. Ну а пока на финише. На финише уже у нас спортсмен с 2-го, 10-го, то есть 3-го. Это Ирина Бережная и Ирина Микешин. Самарка и Тверская области. Следом за ними Илькутяева, Новосибирская область, номер 22. Уже четверть спортсменов, даже больше, и финишировал. По-прежнему лидирует Ольга Сергеева. Уже видели, что на некоторых прошитых костюмах результат уже подвинут. Спортсмен с красным. Вот у нас финишировала Инна Костюченко из Республики Коми. 15-й пока что результат, но от лидера отставание огромное. И в любом случае, да, подвижным стучником. Другие участницы. Дай бог, чтобы хотя бы в слепях 40 она оказалась. Финишировала 27-й уже номер. Анастасия Сирина, Новосибирская область. Это показывает уверенный ход Эмира Гаема из Таран на первом круге пока что. Эмира Гаянова. И вот у нас финиш 25-го номера. Там Сиродимова 29-го. Евгений Шаповаловой. Шаповаловой. Тяжело гонка ей далась. Я лучше посмотреть секунду Евгений Шаповаловой. Сейчас скоро уже пока что обновлен фотографию по финишному створу. С вами довольно скоро уже и увидим. Пока что здесь, конечно, интриги на финише маловато. Совсем Москаленко закончил гонку. Ну, здесь к финишу Ирина Коваленко потихоньку приближается в Санкт-Петербург. Показывают 30-му номеру, подскажет и Коваленко, где можно добавить, где нужно силы сэкономить. Но там силы, наверное, экономить не надо, уже финишная прямая. Мы видим уже и 55-й номер показался у нас на дальнем плане, идущий на второй круг. 55-й номер, это Ольга Родченко, как раз, 55, он не 50, 65-й номер, это Виктория Калинина с Харьковской области. Вот, ну, промежуточный результат, да, вот Евгения Шаповалова, как мы и говорили, пройдем указать результат. Евгения Шаповалова стала промежуточным лидером. Могла он привести ровно 13 секунд Сергеевой, 29-й номер с Ханты-Мансийского автономного округа. И именно ее результат на финише является ориентиром для остальных спортсменок. Посмотрим, кто сможет первый этот результат превзойти. Вряд ли это не на Доботолкина. Мы видели, отставала она довольно неплохо по дистанции от своих соперниц. Ну и вряд ли это Евгения Щепкова, Тюменская область, 33-й номер, сейчас подходит к финишу. Вот здесь нам 68-го номера показывают. 68-й это Арина Пивочка из Ханты-Мансийского автономного округа. Уходит она сейчас на второй свой круг, в то время как вот 31-й номер Елизавета Тюрина из Иркутской области идет уже в финиш. И 67-й номер, в принципе, ожидаем. В ближайшее время практически все спортсменки должны уйти в второй круг.
И 70-й номер, видимо, Алиса Жамбала, мастер спортивного класса из Брянска. Видим, на одной из международных отечек сейчас Белоруба показала лучший результат. Я могу, конечно, ошибаться, но, возможно, это отечка именно 5 километров. Финишировали за Тюрина. И здесь уже 35-й номер, 34-й номера Алена Мельникова, Наталья Жукова, 36-й номер Надежда Шиняева. Такой уже плотность своей тесной женской дружной компании, можно сказать, финишируют друг за другом спортсмены. Ну, вот 34-й номер Наталья Жукова довольно неплохо выступила, обогнала несколько спортсменок. Ну, видим, что, в принципе, тут немного это ставление от них. И у 36-го номера Надежды Шиняевой, и у Аиды Базиевой. 38-й номер из города Москвы. Вот на второй круг уже у нас идет 73-й номер Полина Кальцина. Видим, что она опередила Анастасию Власову. Можно сказать, выкачала ее из борьбы за самые высокие места. Аида Базиева у нас финишировала, 38-й номер. Вот у нас сейчас промежуточный лидер. Буквально чуть меньше 2 секунд хватило Аиде Баязитовой, чтобы победить Евгению Шаповалову. Ну и по-прежнему в тройке лидеров Ольга Сергеева, что, в принципе, не может не радовать. Понятное дело, что теснится результат Ольги Сергеевой намного дальше, но все-таки половина гонки уже практически позади. Результат спортсменки, финишировавшей одной из первых в прежнем тройке, это тоже приятно, это интересно. Если не услышать, то, конечно же, хотел бы посмотреть инфографику по промежуточным результатам на 5 километрах, чтобы какое-то было представление о расположении сил. Ну, это если такая возможность. Ну а пока мы видим финиш 39-го номера. Это Лали Кварацхелия из Москвы и Татарстана. И 37-го номера Александра Голубицкая, Челябинская область. 75-й номер у нас это Диана Головань, Республика Хакасия. 76-й Светлана Николаева, 77-й Ольга Царева. Ольга Царева тоже неплохой сейчас старт получился, она уже практически не ликвидировала стартовую разницу от Светланы Николаевой, стартовые полминуты. Кажется, что Ольга Царева у нас на этом чемпионате практически во всех гонках претендует на медали, но вот пока что и каждый раз чего-то не хватало. Может где-то удачи, может быть где-то сил. Не знаю, хватит ли Ольги Царевой на оставшиеся гонки. Но я думаю, в эстафете и в командном спринте, который это завтра, мы должны Ольгу Цареву увидеть. Опытнейшая спортсменка. Уже первый год выступает за Республику Коми на крупных соревнованиях. Это Мария Гущина, 78-й номер, попала в кадр. Очень приятно видеть спортсменку на дистанции. Сейчас осталось выловить Наталью Непряеву и Анастасию Седову, если, конечно, стартовали. Мы, кажется, этого не видели. Вообще есть же серьезное сомнение. Вот 78-й номер, это как раз Мария Гущина. Вот 79-й номер Наталья Непряева. Ну, успокоил нас оператор, успокоил. Наталья Непряева есть на дистанции. Не потерялась. В лес шашлыки жарить не шла. Довольно, наверное, даже подтягивается потихоньку. Она не прям к Марии Гущиной, к 78-му номеру. Можно сказать, что опережает ее по дистанции. Вот и 80-й номер есть. Анастасия Седова тоже есть на этой трассе. Как и 81-й номер Лариса Рябь. Ну, все, слава богу, все лидеры у нас есть. Все лидеры на дистанции. Лидеры преодолели уже почти что первый круг. Пока что у нас не в первом круге. 46-й номер Наталья Матвеева финиширует. Опережает на финишной прямой Анастасию Казаку. 45-й номер из Магаданской области. Ну и вот Лариса
Рясина. Лариса Рясина уцепилась за 48 номером, за 13 Тюмень. И вот если Олег бежит из последних сил к финишу, то, конечно, Рясина и сил еще в вагу. Ну и вот мы видим, что промежуточным лидером стала Полина Некрасова, и за ней Наталья Матвеева. Полина Некрасова, 44-й номер, представительница Санкт-Петербурга. Ну вот этот дуэт Алёша и Рясин конец вынужден остаться. Разошлись спортсменки как в море корабли. Одна на финишную прямую, другая на второй круг. Возможно, что не увидится на финишном. После финиша, соответственно. Смотрим финиш 48-го номера. На Алёше Тюмень. Ждем меня итоговых цифр на табло. Пока что здесь у нас показывает Анна Белая, Мурманская область, конечно, уступает и лидерам, и Татьяне Лёшиной, конечно. Вот Лариса Рясина прошла 5 километров, сейчас сами послушаю судью-информатора, отстает от лидеров больше, чем 20 секунд. Так что, если чудо не произойдет, вряд ли Ларисе Рясине удастся зацепиться за медальки сегодня. Хотя удобность, на самом деле, стартовый номер, 81-й, знаешь, результат, наверное, все остальные конкуренты. Анна Жеребятева из Тюменской области долгое время шла лидером на промежуточных очках. Сейчас она вот финиширует, и я думаю, что в числе 3 лучших на промежуточных должна быть точно. Увидим совсем скоро. Успела Анна Жеребятева и вот Дарью Рогозину опередить в Воронежской области. Которая вот сейчас к финишу подбирается. Да, вот Анна Жеребятева 30 минут 42 секунды. Лучший результат. Первое промежуточное место. У Анны, представитель Тюменской области. Дождемся, у нас совсем уже скоро должна финишировать первый спортсмен из красной группы, в том числе Юлия Белорукова. Хотел, конечно, смотреть за секундами, показанными Юлией. Вот она пока показывает, как финиш движется Ольга Кучерук и Ольга Рочева. Обогнала уже Ольга Кучерук нашу спортсменку. Ходом-то Ольга Кучерук как-то посвежее выглядит, чем Рочева. Пободрей. Все же, скажем, так сказать, возраст все-таки сказывается. Опытнейшая спортсменка 78-го года рождения. Конечно, часто мы говорим в своем эфире про опыт, про опытнейших спортсменов. Ну, что поделать, если это действительно так? Мы видим солидную группу поддержки девчонок из Татарстана. Вот нам говорят, что на отрезке 6 километров Наталья Непряева лидирует. Наталья уверенно выиграла классический спринт. Я думаю, что и сегодняшняя гонка ей, наверное, тоже по плечу. Очень хорошая Непряева находится. Ну, здесь финиш Кучерук-Рочевой. В этой мини-дуэли на прямой Кучерук тоже оказалась сильнее. Ну и по дистанции почти 30 секунд привезла спортсменской республики Коми, которая тем временем все равно смогла войти в тройку сильнейших, промежуточную, да. Хоть и отставание от лидера просто тоже ужасающее. Но вот Кучерук отстает от Жеребятевой на 11 секунд. Уверен, что в этот промежуток клинится еще не одна лыжница. Вот Ларисе Рясиной на 6 с лишним километров. 5-й промежуточный результат. 27 секунд Лариса уступает Наталье Непряевой. Тоже для 10-километровой гонки это, конечно, пропасть. Мы видим вот сейчас 57-й
Жан Муравьевой с Татарстана, это падение. А дальше уже виднеется силуэт Юлии Белоруковой, 61 номер. Смотрим за финишем Жанны Муравьевой и ждем финиша Юлии Белоруковой. Вот совсем скоро тоже должна появиться в финишном створе на этой прямой. Ну вот там Юля показывает. Операторы знают, за кем следить. Юлию Белорукову легко узнать по косичке, по прическе. Она не планирует менять. Ну и вот финиш нашей спортсменки, заслуженный мастер спорта России. Финиширует у нас Юлия Белорукова. И ждем ее секунд. Должна, по крайней мере, сейчас возглавить эту гонку. И да, вот мы видим 38 секунд отодвигает на первое место Жеребятьеву. Всего лишь 4 секунды разницы. Тяжело. Второй круг для Юлии удался. И боюсь за ее результат. Ну, в первой десятке Юлия Белорукова должна точно оставаться. Там уже как повезет, там уже как выступят соперницы. Ну, точно не на Медведева. Там сегодня Юлия Белорукова, наверное, обогнала ее с закрытыми глазами чуть в середине дистанции. Я даже не почувствовал, что это было такое. Вот, так что она, видимо, солидно уступает Юлии. Почти минуту. Представитель Свердловской области. Здесь ведут по дистанции Эльмиру Гаянову, Кировская область, Республика Татарстан. Довольно так эмоционально тренеры подгоняют спортсменку. Ну и видим, что, да, свои плоды. Ускорилась Эльмира на последних метрах. Сейчас вот подъемщик, выход на стадион и финишная прямая. Ну, силы действительно, смотрим, остались у Эльмиры. Не скажешь, что за плечами у спортсменки уже пройдено 10 километров на высоком темпе, на предельном напряжении. Ну, сейчас, конечно, после этого финиша Эльмира может и без сил просто упасть. Прям чуть ли не напрямую упала. 65-й номер у нас сейчас приближается к финишу, Виктория Калинина. Совсем немного спортсменок осталось на дистанции. Но понимаю, что в их слов входит Наталья Непряева, Анастасия Седова, Ольга Царева и другие лыжницы, которые претендуют сейчас на, если не на первое место, первое точно Непряева, Седова, то хотя бы на попадание в тройку призеров. Конечно же, для нас вот сейчас красивая табличка. Была бы возможность, можно было бы сейчас прямо завершать. Сразу же проводить церемонию награждения. Но, к сожалению, это мечты, да, фантазии наши. 65-й номер это у нас, который Калинина финиширует. Вот за ней следом Анастасия Власова, 66-й номер. Республика Карелия. Прошу прощения, Республика Коми, Сахалинская область. Не хватило немножечко времени и силы Анастасии, чтобы догнать Викторию. Но все-таки по дистанции ходом Настя свою прямую непосредственно соперницу опередила. Свыше 31 минуты результат у Власовой. Так что за медали с таким результатом, в принципе, сложно бороться. Полина Кальцина сейчас идет на дистанции с отставанием в 19 секунд от лидера. Но это где-то промежуточное, где-то, наверное, 5-6 место. Если отставание 19 секунд от лидера. Лидером у нас должна быть все-таки Наталья Непряева по дистанции. Сейчас, конечно, она еще не пошла к заключительному промежуточному рубежу. Но уже совсем скоро. Все-таки Полина Кальцина 73-й, Наталья Непряева 79-й, буквально считанные минуты между ними.
Дарья Старожилова, Калужская область, на ваших экранах. Стиснув зубы буквально, Дарья приближается к финишу. Действительно, человеческие усилия требуются, чтобы в высоком... Ну вот, 67-й номер Дарья Старожилова финишировала, и за ней уже 70-й Алиса Жамбалова, Республика Бурятия, мастер спорта международного класса, финиширует довольно уверенно, обогнала еще и Алену Перевозчикову здесь на финише. Между ними минута была, а Алиса эту минуту на дистанции отыграла. Ну, нам подтверждает, да, что Наталья Непряева уверенно лидирует на чуть ли не на всех уже пройденных отсечках. Только Царева, к сожалению, 5-й на 8,8 километрах. Это результат Алисы Жамбаловой, тоже свыше 31 минуты. Мы напоминаем, что лидеры 30 минут, которые заменяли. Так что даже промежуточный итог сейчас Алисы Жамбаловой нам, наверное, не столько интересен. Нам больше интересно, конечно же, как идет по дистанции Ольга Царева, Наталья Непряева, Анастасия Седова. Вот Полина Кальсина. Дарья Старожилова вот сейчас объявляет информатора, за 32 минуты убежала. Вот Анастасия Седова 36 где-то секунд отстает от лидера на одной из последних промежуточных отсечек. Можно сказать, наверное, что борьбы здесь с Натальей Непряевой-то ни у кого и не вышло. Так понимаю, лидером все равно остается именно она. 74-75 номера. Алия Иксанова, Диана Головань. Уже на подходе к стадиону. Такой дуэль выиграла все-таки Диана Головань, хотя Алия и впереди, между ними было полминуты. Ну и все вместе они выиграли такую дуэль у Анастасии Муромской области. А вот Ольга Царева и Мария Гущина идут. Мария Гущина переезжает Ольгу Цареву. Финишировала тоже позже, но вижу, что как несколько километров назад Ольга бежала за Марией, так и осталась. Удалось ей поддержать темп одного из лидеров. Удалось ей, скажем так, пристроить за стеной, поддержаться, и вот в таком замечательном дуэте они финишируют. О, дальше как раз вот идет Наталья Непряева, 79-й номер, которая обогнала уже по времени и Царева, и Гущина, да, наверное, всех. 79-й стартовый номер буквально за спинами у наших двух спортсменов, которые сейчас на ваших экранах. И Наталья Непряева должна вот буквально вот уже финиширует, и по-любому уже с первым результатом. Никому его не отдаст, да? Вот финиш Гущина, финиш Царевой, финиш Наталья Непряева. 79-й номер, довольно легко, уверенно. Даже опередила еще Светлана Николаева, 76-й номер. «29 минут и 39 секунд» результат Натальи Непряевой. Это уверенная, как на мой взгляд, победа. Посмотрим сейчас, кто финиширует, с каким временем из оставшихся спортсменок. Ну и ждем инфографику, ждем таблицу.